Labdien, Valmiera draudze! Это большое преимущество у меня сегодня быть среди вас. Ir liela priekšrocība būt šodien jūsu vidū. Особенно, когда пастор вместе со мной коллега. Īpaši, ja līdzās ir kolēģis mācītājs. Обычно, когда я приезжаю, то пастора там где-то по другим церквам. Parasti jau, kad es atbraucu, tad mācītājs ir kaut kur citā draudzē. Сегодня для меня честь, что дорогой коллега Алдис со мной. Tāds gods, ka šodien dārgais kolēģis Aldis ir ar mani. Большое спасибо за музыку. Liels paldies par mūziku. Последнее произведение. Are you sisters? Vai jūs esat māsas? Вау. Чудесный музыкальный талант. Brīnišķīgs mūzikas talants. Я уже с 10 наблюдаю, с 10 часов. Es jau no 10:00 šeit visu vēroju. Любой молодой человек может сесть и сыграть что-то на пианино. Jebkurš jaunietis izskatās, ka var šeit apsēsties un kaut ko nospēlēt uz klavierēm. Алдис, здесь большой талант. Te ir lieli talanti, Aldi. Хорошо. Время 12 часов, и у меня ограниченное время. Pulkstens ir jau 12, laiks man ir ierobežots. Может быть, немного расскажу, почему я выбрал тему единства. Izstāstīšu nedaudz, kāpēc izvēlējos tēmu par vienotību. По своей роли, как работающий сейчас в Унионе. Mans uzdevums, kur es šobrīd strādāju Baltijas Unijā. Моя роль заключается представлять наш унион, наши три государства и церкви Адвентиста седьмого дня. Mēs tātad pārstāvam mūsu uniju, mūsu trīs valstu adventistu draudzes. И поэтому много поездок, где находится наш центр. Un tāpēc bieži sanāk braukt tur, kur ir mūsu centri. И как вы знаете, в прошлом году был выбран новый президент Генеральной конференции. Un kā zināt, pagājušajā gadā tika izvēlēts jauns ģenerāla konferences prezidents. И в Генеральной конференции, если новый президент приходит на служение, Un ja stājas amatā jauns prezidents ģenerāla konferencē, тогда нужен план, видение. Tad ir nepieciešams plāns, vīzija, redzējums. Как вести громадную церковь, всемирную церковь в каком-то направлении. Kā vadīt šo lielo vispasaules draudzi kādā noteiktā virzienā. И в прошлом году, в октябре, когда было годичное совещание, Un pagājušajā gadā oktobrī, kad bija ikgadējā ģenerāla konferences sanāksme, вышли с таким очень сильным и challenging, по-русски сказать, такой вызывающий проект. Jā, tātad ar tādu ar lielu izaicināšu projektu nāca klajā. И прошу вот это запомнить. Atcerieties šo nosaukumu. Он называется One Voice 27. One Voice 27, viena balss 27. Один голос. Viena balss. И только что где-то 2 недели тому назад было весеннее, называют их весенние встречи или генеральной конференции, divām nedēļām bija ģenerāla konferences pavasara sanāksme, где почти 3 часа уделили внимание этому проекту. Un šim projektam sanāksmē veltīja gandrīz 3 stundas uzmanību. И я очень попрошу вас, как кто руководители здесь в Валмиерской церкви. Un es ļoti lūkšu visus jūs draudzes vadītājus šeit. Если вы планируете что-то, ja jūs kaut ko plānojat, войдите в интернет, напишите One Voice 27. Ieiet internetā, uzrakstiet One Voice 27. И он вас приведет на страничку, Un tur jūs nonāksiet pie internetlapas, где вы найдете всю информацию, kurā ir visa informācija. И можете скачать очень много хороших материалов. Un varat lejuplādēt daudz noderīgu materiālu. Цель этого проекта Šī projekta mērķis
что мы желаем проповедовать эту добрую весть всему миру. Ka mēs vēlamies pasludināt labo vēstu visai pasaulē. Но всегда большой вызов проповедовать это едино, как одним Bet голосом. vienmēr liels izaicinājums ir to darīt vienoti, kā vienu balsi. Этот проект будет весной, вот 2 недели тому назад, назвали его All Things New. Šo projektu tātad pavasara sanāksmē pirms 2 nedēļām nosauca viss jauns. All things new. Как бы Es radu visu jaunu. взято с Откровения, 21 главы, 5 стих, «Все творю новое». Atklāsmes 21.5. Здесь вы можете, если очень маленькое, это голосовали за этот проект. Šeit ir gan ar maziem burtiem, bet tātad šeit balsoja par šo projektu. Сама идея этого проекта заключается вот в чем. Projekta ideja ir kāda. Чтобы каждая церковь, как вы видели здесь до этого, Mission for All, чтобы все были включены в эту миссию. Lai šajā misijā Mission for All būtu iekļauti visi, katra draudze. И каждая церковь имеет свои определенные дары. Un katrā draudzē ir savs īpašs dāvans. Поэтому используйте, что вы имеете, будь это музыка, будь это медиа. Un tāpēc izmantojiet to, kas jums ir, vai tā ir mūzika vai mediju kalpošana. Все ваши таланты, которые вы имеете, чтобы они были направлены на возвещение этой чудесной вести. Lai visi talanti, kādi jums ir, tie tiktu virzīti šīs brīnišķīgās vēstis pasludināšanai. Мы живем в мире, где сегодня большинство из нас, особенно молодежь, использует разные медиа, разные телефоны, планшеты, компьютеры. Mēs dzīvojam pasaulē, kur daudz no mums īpaši jau jaunatni izmanto dažādus ierīces un gadžetus un visu kaut ko, ja? Разные социальные такие общения через интернет. Sociālos tīklus. И очень важно, чтобы вот эта весть могла через эту медию дойти до людей. Un ļoti svarīgi, lai caur šiem tīkliem tad vēsts nonāktu pie cilvēkiem. Поэтому я на этом остановлюсь и попрошу вас, не забудьте, когда в советах будете обсуждать, зайдите на страничку One Voice 27, и вы найдете очень много интересных идей и как двигаться дальше. Un tātad draudzes padomē vai citās padomēs, kad jūs sanākat, atcerieties, tad ieiet šajā saitā un jūs atradīsiet daudz vērtīgu ideju, kā virzīties tālāk. Но, как всегда, быть единым – это вызов большой. Bet vienmēr būt vienotiem, tas ir izaicinājums. Например, такой пример. Piemēram. Я работал во многих церквях. Esmu strādājis daudzās draudzēs. Иногда пастору часто приходится делать такие строительные проекты. Un mācītājiem nereti nāks celtniecības projektus bīdīt. И последнее такое место, где я служил, это была большая церковь в Таллине, столице Эстонии. Un pēdējā vieta, kur kalpoja, bija liela draudze Tallinā, Igaunijas galvaspilsētā. Это была русскоязычная церковь. Первый раз за всю свою пасторское служение меня послали в русскоязычную церковь. Tā bija Krievu draudze. Pirmo reizi visā savā kalpošanas karjerā es kalpoju tieši Krievu draudzē. И это была очень хорошая церковь. Ļoti laba draudze. И у нас сразу возник большой проект. Un mums uzreiz radās liels projekts. Нужно было расширить здание для того, чтобы больше людей могли собираться в разных местах. Paplašināt ēku, lai varētu vairāk ļaužu sapulcēties. Если вы были в Таллине, Ja esat bijuši Tallinā, она так же, как и Валмера, в центре, прям церковь находится, здание в церкви, в старом, практически в старом городе. Dievnam ēka atrodas gandrīz pilsētas centrā, gandrīz vecpilsētā. И в субботу собираются утром эстонская большая церковь. Tajās telpās no rīta sapulcējas sabatā Igauņi lielā draudze. В подвале собирается международная церковь. Pagrabā
internacionālā draudze. Когда они заканчивают, в 2 часа приходит русскоязычное Un, kad viņi beidz, tad 2 nāk церковное богослужение. Krievu dievkalpojums. Jā. Поэтому полный день он просто забит людьми, и люди там Visu dienu занимаются. telpas ir noslogotas. И вот решили, что нужно в подвале сделать еще ремонт, еще помещение добавить. Un tad nolēma, ka vajag pagrabā vēl remontu iztaisīt, vēl paplašināt telpas. Собрали совет Padu- церкви, Draudzes padomi sapulcējās, сделали планы, plānus сделали nosprauda, решение. nolēma. Начнем ломать в первую очередь. Sāksim laust. Sāksim ar laušanu. Ломать нужно было много. Un laust tur vajadzēja daudz. Что я обнаружил? Un ko es ievēroju? Когда мы решились на того, чтобы ломать там и выносить бетон и так далее, Kad mēs nolēmām, ka tagad lauzīsim un nesīsim ārā betonu un tā tālāk, мы собрали команду. mēs savācām komandu. И, как говорится, есть такое выражение на русском «ломать, не строить». Tad jaukt nav, laust nav celt, jā. Люди работают в больших городах, я думаю, Валмера то же самое, Таллин большой город, и люди все заняты, им нужно деньги заработать. Tallinn liela pilsēta un cilvēki visi ir aizņemti, viņiem vajag naudu pelnīt. И у нас удалось очень хорошо собрать команду и все разрушить, где мы хотели создать что-то новое. Mums izdevās tomēr savākt komandu un izjaukt visu, ko mēs gribējām izjaukt. Но Bet, когда началась стадия строить, kad bija jāsāk būvēt, оказалось, что мы там в этой большом здании церкви эстонская, международная, русскоязычная, не могли найти единое решение. izrādījās, ka mēs starp šīm 3 draudzēm Tallinā, kas ir, nevarējām atrast vienotu risinājumu. И меня выбрали в унион. Un mani izvēlēja Unijā. Я должен был как бы двигаться в другое направление. Man bija jāiet citā darbā. Я оставил ту церковь. Es pametu, tad atstāju to draudzi. В 2000 каком году были выборы? 4-м, да? Когда в унионе были выборы? В 2024. 24. gadā bija Unijā vēlēšanas. И вот я был последний раз именно в Таллине. Проповедовал как в международной и в русскоязычной церкви. Un pēdējo reizi es biju tieši Tallinā, es sludināju gan internacionālajā, gan Krievu draudzē. И я спрашиваю, как со строительством? Пошел в подвал увидеть. Un es jautāju, kā notiek būvniecība, un nokāpu pat pagrabā paskatīties. И вы знаете, все стоит. Viss stāv. Потому что не могли найти единое решение, как сделать вентиляцию по проекту. Jo nevarēja atrast vienotu risinājumu, kā ventilāciju ierīkot pēc projekta. Таким образом, это выражение очень классное по-русски. Ломать, не строить. Tātad labs teiciens krieviski, lamaķis nestrojies, laust nav celt. Как вы, дорогая церковь в городе Валмера, в вопросе единства? Kā jūs, draudzē, Valmierā ir ar vienotību? Вы едины, вы чувствуете единство своей церкви? Jūs jūtat savas draudzes vienotību? Понимаете вы друг друга хорошо? Vai jūs И citu labi saprotat? если пастор скажет вам, друзья, надо что-то построить, нужно выйти с проектом One Voice 27. Ja jums mācītājs sacīs, vajag, draugi, kaut ko uzbūvēt, vajag šo te projektu īstenot One Voice 27, Сотворим что-то новое. radīsim kaut ko jaunu. Как вы думаете, вы согласитесь пойти? Kā jūs domājat, jūs piekritīsiet? Это удивительно, что когда на весенней встрече было голосование за вот этот проект, Pārsteidzoši, ka pavasara sanāksmē, kad bija balsojums par šo projektu, президент, который руководил собранием, ģenerālkonferences prezidents, kas vadīja sanāksmi, было тайное голосование.
Bija slēptā balsošana. Ну, используется специальный такой, вы через свой гаджет можете голосовать. Tad caur savu ierīci jūs varat balsot. И до сих пор всегда был кто-то один или два против каких-то других решений. Un līdz šim vienmēr bija pret visiem lēmumiem, kaut kur viens vai divi bija pret. И все были в таком ожидании, что теперь произойдет, Un когда будет visi tagad голосоваться gaidīja, вот kas этот tagad проект. notiks. Kas tagad notiks? Как вы думаете, Kā jūs domājat? как голосование прошло? Kāda bija balsojums? Было удивительно, что Pārsteidz. 0 было против. Neviens nebija pretī. Jā. И президент прям был в восторге, в восхищении, что никто не Prezidents голосовал bija против. vienkārši sajūsmā, kad neviens nav balsojis pret. Поэтому этот проект начнется уже, он уже идет, и материалы Šis используются. projekts jau notiek, materiāli tiek izmantot. Но с сентября начнется особенная такая подготовка, Bet kopš no septembra sāksies īpaša sagatavošana. потому что в следующем году, 27 году, сентябрь, Jo tāpēc, ka nākošajā gadā, 27. gada septembrī, должно что-то произойти во всем мире. kaut kam visā pasaulē jānotiek. Желают видеть, так сказать, жатву. Ražu gribētos redzēt. Jā. Вы знаете, почему выбрали 27 год и вот этот проект на сентябрь? Kāpēc izvēlējāt tieši šo 27. gadu un septembri? Потому что в следующем году, один из причин, в следующем году, Viens no iemesliem ir tas, ka nākamajā gadā по пророчествам книг Даниила, мы можем также включить книгу Откровения, pēc Daniela pravietojumiem mēs tur varam iekļaut arī atklāsmes grāmatu. исполнится 2000 лет с какого события? Помните? Būs pagājuši 2000 gadi kopš kāda notiek. Даниила 9 глава. Daniela 9. nodaļa. Atcerieties, kopš kāda notika? Удивительное пророчество, которое адвентисты седьмого дня проповедуют. Apbrīnojamais pravietojums, kur adventisti sludina. Иисус Христос был крещен. Jēzus Kristus tika kristīts. И поэтому все направление идет на то, чтобы возвещать весть о Мессии, о Иисусе Христе. Un tāpēc viss šī projekta virziens ir pasludināt Jēzus Kristu. И если у вас есть Мессию. люди, которые любят продавать или раздавать книги, Un ja jūsu vidū ir cilvēkam patīk pārdot vai dāvināt grāmatas, желательно, чтобы удивительные книги, как «Желание веков», «Путь ко Христу» могли быть одни из приоритетов. un vēlams, lai prioritāte būtu tām grāmatām tādām kā Laikmeta ilgas vai Ceļš pie Kristus. Итак, разрешите мне сегодня немного раскрыть, очень кратенько, вы можете между строк читать мысль о единстве. Un tā šodien nedaudz parunāšu par vienotību. Jūs ļoti īsi jūs varat starp Вы rindiņām lasīt. знаете также, что есть такой закон, причинно-следственный закон. Jūs zināt, ka ir tāds cēloņu seku likumsakarība, likums. И как Павел пишет, что человек сеет, то и он пожинает. Un Pāvils raksta, ka cilvēks, ko sēj, to viņš arī pļaus. Если вы, дорогая церковь, пожинаете вот эти раздоры, споры, нехорошие слова говорите друг другу, Ja draudzē jūs pļaujat šķelšanos un nesaskaņas un kaut ko sliktu runājat viens otram, я думаю, вы догадываетесь, что вы пожнете, что вы получите от этого. tad jūs zināt arī, kāds būs rezultāts. Церковь не будет благословлена. Draudze nebūs svētīta. Церковь будет в раздорах и спорах и не будет миссии. Draudze paliks sašķelt un misija netiks pildīta. Но можете ли вы себе представить вот эту церковь, которая здесь библейский текст написан, где вы находитесь в любезных отношениях между собой? Bet vai jūs varat priekšstatīt draudzi, kur jūs, kā Bībeles tekstā te ir rakstīts, kur visi esat labās, draudzīgās attiecībās? Вы почитаете друг друга.
Jūs cienat citu. Уважайте друг друга. Jūs izturaties kā В ваших tautas. выражениях, в вашем поведении, в вашем отношении видно, что вы ходите вместе с Господом Иисусом Христом. Visā jūsu uzvedībā, tajā, kā jūs izturaties pret citiem, ir redzams, ka jūs staigājat ar Kristu. Вы знаете, я живу в деревне, Zināt, es dzīvoju laukos, недалеко от границы Латвии. netālu no Latvijas robežas. Если вы слышали такое местечко Карула, Karula tāda vieta. это есть заповедник, недалеко Карула, от Ракус заповедника парк, Карула. И у нас есть там земля, где мы, если по возможности, выращиваем некоторые вещи. Un mums tur ir zeme, kur mēs, cik iespējams, kaut ko Я вижу, audzējam. что вот друг тоже там свалка наверху сидит. Jā, tur augšā draugs no Jā. valkas ir, jā. Вы видите эту картошку на фотографии? Jūs redzat šo kartupeli uz fotografijā? Это первый раз в моей жизни за более 60 лет я вот такую картошку нашел в своем огороде. Tad pirmo reizi savā dzīvē, vairāk nekā 60 gadu ilgajā mūžā, es atradu lūk šādu kartupeli savā dārziņā. И когда я сортировал эту картошку, Un kad es šķiroju kartupeļus, вдруг я смотрю, в моих руках сердечко. pēkšņi skatos sirsniņa man rokā. И это мне очень многое что-то сказало. Un tas man ļoti daudz ko pateica. И это сказало то, что Иисус Христос сказал своим ученикам. Tas pasaka to, ko Jēzus sacīja mācekļiem. Вы мои ученики тогда, Jūs esat mani mācekļi, jā, когда будете иметь любовь между собой. kad mīlēsiet citu. И это будет такое мощное свидетельство, Un tas būs tāda milzīga liecība, что даже слов не надо будет высказывать, ka потому что jūs, будет видно, что вы любите ka друг друга. nebūs vajadzīgi pat vārdi, jo viss tāpat redzēs, ka jūs mīlat. Поэтому пусть Господь вам даст такое единство и такую любовь, чтобы вы могли Lai быть Kungs благословением jums здесь, в dod Valmierā. tādu vienotību un tādu mīlestību šeit Valmierā. Разрешите мне вот зачитать вам вот этот псалом. Он Я- очень короткий, Ļaujiet izlasīšu jums šo psalmu, ļoti īsts psalms, но этот псалом настолько глубокий, настолько мощный. bet viņš ir tik varens, tik spēcīgs. Там всего лишь 3 стиха. Tur tikai 3 panti ir. Я не знаю, на латышском, наверное, 133 будет псалом, это на русском 132. Как хорошо, Давид пишет, и как приятно жить братьям вместе. Там я вот здесь, это, по-моему, правильно, да? Jā, 133, jā, 133, jā. Redzi, cik labi un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi. Вы представляете, что здесь Давид пишет? Как хорошо. Cik jauki, Dāvid. Я не знаю, вы чувствовали иногда такое приятное, такое благословение. Вам так приятно, вам Jūs так kādreiz хорошо быть вместе. esat jutuši, ka tas ir tik jauki būt kopā. Или вы такие интроверты, или Vai jūs vairāk introverti я esat? не хочу быть с ними. Es negribu ar viņiem būt. Или у вас прям тянется, сестра какая здесь, которая субботнюю школу открывала, она говорила, меня прям тянуло, чтобы читать Слово Божие, находиться среди них. Un tagad tā māsa, kas šeit sabatskolu vadīja, un pilnīgi viņas klātbūtne tā kā iedvesmo, kad piedalīties un lasīt Dievu vārdu. И Давид показывает ветхозаветный такую картину, описывает картину. Дальше Un читаем. Dāvids apraksta šādu vecās derības ainu. Это Lasam как tā. драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. И потом второй момент. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Tas ir kā dārga eļļa, kas pil no galvas bārdā, Ārona bārdā, un notek uz viņa drēbju vīlēm. Un tālāk, un tā ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Ciānas kalniem, jo tur tas kungs ir apsolījis svētību un dzīvību
mūžīgi. Пожалуйста, запомните этот стих и заметьте его постановку, потому что вы все образованные люди. Atcerieties šo pantu un ievērojiet, kā viņš ir veidots. Jūs visi esat izglītoti Вы cilvēki. видите, что в заключении написано? Jūs redzat, kas beigās ir uzrakstīts? Когда вы едины, Kad jūs esat vienoti, это хорошо, приятно. tas ir jauki, А patīkami, в заключении он пишет, это приносит благословение вам. bet rezultātā viņš raksta, tas nes jums svētību. Благословение и жизнь навеки. Svētību un dzīvību mūžīgi. Видите, как важно? Redziet, cik svarīgi. Поэтому это один из очень сложных моментов, потому что мы все разные. Tas ir ļoti svarīgs moments, jo mēs visi esam dažādi. У нас разное прошлое, Mums dažāda pagātne ir, у нас разное воспитание, mums dažāda audzināšana, у нас разные таланты. dažādi talanti. И тогда мы задаемся вопросом, а как вообще можно быть единым? Un tad mums rodas jautājums, kā vispār ir iespējams būt vienotiem. Это серьезный вопрос. Nopietns jautājums. И вот подумайте еще, кто в Израиле был, посетили Израиль. Un padomājiet, kas bija tie, kas apmeklēja, kas esat bijuši Izrēlā, padomājiet. Он сравнивает единство также с росой, которая исходит из горы Ермонской. Viņš salīdzina vienotību ar rasu, kas krīt no Hermona kalna. Я много лет назад уже был, мы поехали на север, на горы, где видна эта гора, Ермонская гора. Mēs jau pirms daudziem gadiem, es reiz tur biju, braucām uz ziemeļiem, kur ir uz kalniem, kur redzams ir Hermona kalns. И издалека вы можете увидеть, что ее вышка этой горы покрыта снегом. Un no attāluma jau jūs varat redzēt, ka šī kalna virsotne klāta ar sniegu. И она исходит вот как бы таким, вниз идет туда, где Мертвое море, Галилейское море, сверху вот так вниз. Un tad tā nogāze ir lejup uz to pusi, kur ir Nāves jūra un Galilejas И jūra. если вы были там, роса, о которой говорит Давид, роса, она исходит оттуда и наполняет все это, скажем, место, где все растет, все благоухает и так далее. Un ja jūs tur esat bijuši, tad tā tiešām arī notiek, ka tā rasa no augšienes, viņa krīt, viņa izplūst pa visu to apkārtni un rada auglību zemē. Поэтому церковь, когда она едина, Tāpēc draudze, ka tā ir vienota, это не означает, что здесь было уже вначале сказано, как в коммунистическое советское время. un te nav tā kā komunistiskajā laikā, kā padomu laikā. Я помню, когда я пошел в первый, второй класс, тогда все должны были носить, помните, моего возраста люди, галстук красный. Pirmajā, otrajā klasītē, kad es gāju, mums visiem bērniem bija jānēsā sarkana kaklauti. Но до этого галстука было еще кое-что. Значок такой специальный, Bet вы помните? pirms tam bija vēl nozīmīti. Ja, Он назывался Октябрьский, что-то типа этого. Октябрьский значок. Oktobrēni, jā. И если у тебя не было этого значка или не было этого красного галстука, Ja tev nebija oktobrēni nozīmīts, vai tev nebija sarkanā kaklauta, тогда смотрели на тебя. А ты что, не с нами? tad uz tevi skatījās, tu ko, neesi ar mums? Ты что, верующий? Tu ko, ticīgs? И сразу приходилось, ты был как бы другой человек. Un tu uzreiz biji cits, svešs. Но когда мы говорим о единстве в церкви, Bet, kad mēs runājam par vienotību draudzē, мы все различны. mēs visi esam dažādi. Единство – это не то, что мы бы должны все как роботы в одну точку все быть одинаковы. Un tas nenozīmē, ka mums kā vienotībā, kā robotiem ir jābūt visiem vienādiem. И апостол Павел использует вот эту метафору, когда он говорит, что церковь – это тело Христово. Un apustulis Pāvils lieto metaforu, viņš saka, draudze ir Kristus miesa, ķermenis. Посмотрите на себя, как на тело.
Paskatieties uz sevi kā uz savu ķermeni. Но посмотрите на меня, как на тело. Paskatieties uz mani kā ķermeni. Есть у меня ли что-то такое, что идентично? Vai manī ir kaut kas tāds, kas ir Ну, vienāds? может быть, уши. Varbūt Два. ausis, Может быть, глаз один и два похожи. varbūt acis abas ir līdzīgas, Но остальное все разное. bet pārējais viss ir atšķirīgs. Руки, ноги, тело и так далее. Rokas, kājas, ķermenis, И pats. вот и очень удивительно, как Павел построил эту метафору, что церковь – это тело Христово. Un apbrīnojam, kādu Pāvils metaforu ir izvēlējies. Draudze, Kristus, miesa. И это единство может только состоять, когда голова есть кто? Un šāda vienotība ir iespējama tikai tad, kad galva ir kas? Иисус Христос. Jēzus Kristus. И поэтому, когда этот елей возливали на священника или первосвященника Аарона, Un tāpēc, kad šo eļu lēja par augsto priesteri, par Āronu, можно сказать просто кратенько, потому что время быстро проходит. Это единство приходит свыше. šī vienotība nāk no augšas. Только Бог, Христос, может дать нам это единство. Tikai Dievs, Kristus var dot mums šo vienotību. Мы не можем сами произвести это единство. Mēs paši nespējam radīt šādu vienotību. Греховность сделала ужасное в нашей жизни. Grēks ir radījis, briesmīgi ir padarījis mūsu И dzīvi. поэтому Давид использует эти выражения елей, роса, они исходят сверху. Un tāpēc Dāvids runā par rasu, par eļļu, kas nāk no augšienes. Это работа или дар Духа Святого, который дает нам возможность быть Tas ir единым. svētā gara darbs, svētā gara dāvana, kas ļauj mums būt vienotiem. Наша цель стремится к единству. Mūsu mērķis ir tiekties uz vienotību. Вы видите, здесь есть цитата на английском, если кто понимает. Это цитата Элены Вайт. Un šeit ir Ēlens Vaits citāts angļu valodā, ja kāds saprot. Из книги The Adventist Home. No Адвентистский дом. mājas adventistu, no grāmatas adventistu māja. И она пишет здесь, что секрет истинного единства в церкви и семье не просто дипломатия, не менеджмент, не человеческая техника, а соединение со Христом. Un viņi raksta, ka vienotības noslēpums gan draudzē, gan ģimenē nav vienkārši diplomātija, piekāpšanās, bet tā ir vienotība ar Kristu. И она дальше, вы можете эту полную цитату, кто на английском хорошо понимает, вы можете посмотреть эту полную цитату. И дальше она использует вот этот пример. Un tālāk, jūs, ja angliski labi saprotat, var skatīties pilno citātu, un viņi tālāk izmanto šādu piemēru. Иногда, может быть, молодежь играет эту игру. Мне очень понравилась одна такая практическая вещь. Un varbūt jaunatni kādreiz spēlē šādu spēli, man ļoti patīk tāda praktiska lieta no И tā. у нас была одна встреча, и много было пасторов, коллег. Un mums bija sanāksme, kurā piedalījās daudz kolēģi, mācītāji. И вы попробуйте, вот молодежь, могу я попросить молодежь, сделайте пример такой, чтобы другие увидели, как может вот этот пример показать вам, как единство работает. Un man ir lūgums jaunatnei, vai varat lūdzu parādīt, kā šis piemērs, kā vienotība darbojas. Один возьмет, другой возьмет за эту руку вот так и сделайте такой круг. Можете? Tātad Can you do it? sadodieties rokās tādā veidā, kā viņš rāda, ja, un И попробуйте сделать круг. Un aplīti pamēģiniet iztaisīt. Смотрите, вот так Šitādi. пальчик, другой возьмет за этот пальчик, и вы оказываетесь в таком кругу, потому что вы не можете друг от друга быть надалеке. Jūs vienkārši, lai to izdarītu, jūs nevarat atrasties tālu viens no otra. Jums ir jāspiež tuvāk. Может, потом попробовать. Pēc tam varat pamēģināt. Но что Элена Вайт также пишет?
чем ближе эти линии приходят к центру, Un Elena Vaita arī raksta, jo tuvāk šīs līnijas nāk centram, тем ближе они друг к другу. jo tuvāk, radius, jo tuvāk viņi ir viens savā starpā. Но самое лучшее представление колесо велосипеда и спицы, да? Tad vislabākais tad ritenis, jā, ar spieķiem. Поэтому чем ближе мы друг к другу, то есть чем эти линии ближе друг к другу, тем ближе мы сами друг к другу. Tad jo tuvāk ir jo tuvāk centram, jo līnijas ir tuvākas savā И starpā. поэтому она пишет, что это должна быть христианская жизнь таким образом. Tādai jābūt kristīgai dzīvei, viņa raksta. Чем ближе мы ко Христу, Jo tuvāk esam Kristum, тем ближе мы друг к другу. jo tuvāk viens otram. И таким образом Бог может прославить свой народ в этой гармонии единства. Un tādā veidā Dievs var pagodināt savu tautu vienotības Иисус не зря harmonijā. молился об этой молитве, которую пастор Алдис прочитал. Jēzus nevelti lūdz tādu lūgšanu, kā mācītājs Aldis sākumā lasīja. Это большой вызов для церкви, Tas ir liels izaicinājums, и Христос draugi. это знал хорошо. Un Kristus to labi apzinājās. Да будут все едино, Lai visi ir viens, да уверуют мир, что Ты lai послал меня. pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. И вы видите здесь даже в этом маленьком стихе Un jūs redzat, pat Korotkam šajā stihē. īsajā pantiņā единство связано также со свидетельством и миссией. vienotība ir saistīta ar liecību un ar misiju, Чтобы эта весть могла дойти до мира. lai šī vēsts sasniegtu pasauli. Один пастор рассказал такую притчу, я кратенько вам покажу на слайде здесь. Kāds mācītājs izstāstīja tādu līdzību, es īsti parādīšu jums uz ekrāna. Здесь две фотографии. Te ir divas fotogrāfijas. Может быть, художник нарисовал, что там те же самые люди, Tas mākslinieks ir zīmējis it kā tos pašus cilvēkus. но есть большая разница, и он сравнил это ад и рай. Un pirmā bilde tad elle un otrā ir paradīze. Вы знаете по этой картинке или карикатуре, в чем разница между Кури- раем и адом? Pēc šīs bildēm, kur ir atšķirības starp elli un paradīzi? А суть этой карикатуры или рассказа вот в чем. Būtība ir kāda. Вы видите, у них большие длинные ложки. Jūs redzat, viņiem ir garas, ar garu kātu karotes. У них на столе большой такой как бы котел Un для viņiem пищи. ir liels katls uz galda. И автор, который эту притчу представил, показал, что когда люди стараются только себя кормить этой длинной ложкой, Un autors vēlējies parādīt, ka cilvēki, kad viņi vēlas tikai sev pabarot ar garo karoti, то они создают такой хаос. tad viņi rada haosu. И они этой ложкой бьют другого человека. Viņi sita ar karotes kādu citu. И им неудобно этой ложкой себе в рот что-то ложить. Viņiem ir nērti kaut ko iedabūt sev mutē ar tādu. Но разница другой картины с правой стороны. Bet atšķirība no tā otrajā bildē, У них те же самые длинные ложки. karotes ir tās pašas, Но вы замечаете, Гаразд. что они делают этими ложками? bet ievērojot, ko viņi dara. Они кормят другого. Viņi ēdina citus, nevis. И таким образом Прощают. служат другому Un tādā человеку. veidā kalpo citiem. Поэтому пусть и ваша церковь будет такой, что вы служите друг другу. Tāpēc arī jūs, draudz, lai ir tāda, kur jūs kalpojat И чтобы citam, единство могло быть в вашей церкви. lai jūsu draudzē varētu būt Потому что мы можем vienotība. сделать жизнь друг для друга как ад. Mēs varam citam Тяжелый. dzīvi pataisīt par elli smagu, А можем стать друг для друга благословением, bet varam arī citam būt par svētību. где Божья благодать и благословение наполнит эту церковь, и вы будете свидетелями для мира. Un tā Dieva žēlastība un piepildīs šo draudzi, jūs būsiet liecinieki pasaulē. У меня последние два слайда.
Pēdējie divi Остались. slaidi palikuši. Я думаю, для вас не секрет, и не надо мне здесь с кафедры говорить, что разрушает единство. Es domāju, ka tas nav jums noslēpums, un man nevajag stāstīt, kas ir tās lietas, kas grauj vienotību. Единство можно очень просто и легко разрушить. Vienotību var ļoti viegli sagraut. Иногда достаточно таких несколько резких слов Pietiek dažreiz ar dažiem asiem vārdiem, или даже такого злого взгляда друг на pat друга. ar nelaipnu skatienu. Одного небольшого подозрения, оно видно в глазах, что ты подозреваешь. Vienu nelielu aizdomu ēnu acīs. Одной такой своей старой привычки, которая может сделать больно другому человеку. Vienu savu veco ieradumu, kas var otram cilvēkam тогда всё sāpes разрушить. nodarīt. Un ar to var visu sagraut. Я уже со стажем пастора более 33 лет. Man ir mācītāja stāsts jau vairāk kā 33 gadi, Я видел многое в церкви. un es esmu daudz draugus redzējis. И хотя часто мы говорим церковь, как это люди святые, которые собираются в церковь. Un kaut gan reizēm mēs sakām, ka draudzes tas ir svēto sapulcēšanās Но vieta. мы видим часто, что мы в прошлую субботу изучали в субботней школе, как гордость может погубить все. Bet mēs reizēm redzam to, ko arī pagājušreiz mācījāmies sabatskolā, ka lepnums var visu pazudināt. И поэтому Павел пишет, может быть, и такое призвание и ко мне, и к нам Un всем. tāpēc apostols Pāvils tādu uzsaukumu, aicinājumu raksta mums visiem. Он говорит, сохраняйте единство. Turiet vienotību savā starpā. Понимаете, это очень важно. Сохранять единство. Это требует что-то от нас. Uzturēt vienotību. Tas no mums kaut ko prasa. Что помогает хранить единство? Kas palīdz uzturēt vienotību? Я думаю, вот эти 5, наверное, таких пунктов, они помогут нам лучше всего. Domāju, ka šie 5 punkti mums vislabāk palīdzēs. Посмотрите на другого человека таким образом, что за него Христос так. Paskatieties uz citu cilvēku ar tādu domu, ka Kristus ir miris arī par viņu. Я думаю, многие здесь, которые хорошо психологию знают человека. Domāju, ka daudz no jūsu vidū, kas labi zina cilvēku psiholoģiju, Вы знаете, как важно учиться слушать. jūs zināt, cik svarīgi ir klausīties, ka jūs mākat klausīties. Я помню, когда нас обучали, как часто говорили, слушать, слушать и еще раз слушать. Arī mani mācīja, ka vajag klausīties, klausīties, vēlreiz klausīties. Благословлять, а не возвращать зло за зло. Svētīt, dot svētību, nevis atmaksāt ar ļaunu. Это большой класс совершенства, о котором говорил Христос также. Tā ir tā pilnība, par kuru runāja Kristus. Ну и, конечно же, я думаю, последние 2 это очень важно для церкви. Un pēdējie 2, tas ir ļoti svarīgi arī draudzēji. Иметь общую миссию, чтобы служить вместе. Lai visiem būtu kopīga misija, lai varētu kopā kalpot. Я заметил, что когда нет определенной миссии или цели, тогда в церкви люди начинают спорить Esmu без ievērojis, дела. kad nav kopēja mērķi, kopējas misijas, tad cilvēks sāks draudzē strīdēties un sabrūk И vienot. последнее – молиться о единстве. Tad pēdējais lūgt pēc vienotības. И последний слайд, общий такой. Pēdējais slaids, tāds apkopojums. Вы желаете, чтобы ваша церковь была благословлена? Vai vēlaties, lai jūsu draudze ir svētīta? Желаете ли вы, чтобы это благословение было на каждом из вас? Vēlaties, lai šis svētība būtu pār katru no jums? Как мы вначале прочитали из Псалма, там, где братья живут вместе. Kā mēs lasījām no psalma, kur brāļi kopā dzīvo vienprātīgi. Там, где есть единство. Kur ir vienprātība.
Там, где Божья благодать, как елей, сверху исходит на вас. kur Dieva svētība kā eļļa tek no augšas, Там, где роса, как дух, освежает вас. kur rasa kā gars jūs atspirdzina. Там, где люди не ранят друг друга словами, а питают друг друга любовью. Tur, kur cilvēki neievaino viens otru ar vārdiem, bet izjūt mīlestību viens pret otru. Это может быть идеальным таким видением и целью для церкви. Un tāda lūk būtu ideāla draudze. Поэтому пусть Господь благословит вас и каждого, и кто сегодня пришли. Tāpēc, lai Dievs svētī jūs katru, kas šodien atnākuši, Ученики были разные, mācekļi bija dažādi, но Христос сделал их свидетелями. bet Kristus viņus visus darīja par И Он lieciniekiem. зовет также сегодня и нас быть Его Un свидетелями. viņš aicina arī mūs šodien būt viņas lieciniekiem. Иметь единство, несмотря на разные дары, которые мы имеем. Un būt vienotiem neatkarīgi no dažādības, no tā, kādas mums ir dažādas dāvanas. И полагаться на единого, одного, как Павел пишет, Господа Un Иисуса paļauties Христа. uz vienīgo kungu, Jēzu Kristu, kā Pāvils raksta. И пусть ваша церковь, когда вы приходите сюда, Un lai jūs draudz, kad jūs šeit sapulcēties, будет тем местом, kļūst par vietu, где сказано, как хорошо и как приятно жить братьям kur вместе. jūs varat sacīt, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi. Если это ваше желание, Ja vien tā ir jūsu vēlēšanās. желаете ли вы с Божьей милости, с Божьей благодати быть едины, чтобы получить благословение? Vai jūs vēlaties Dieva žēlastībā kļūt vienoti, lai saņemtu šo svētību? Кто из вас желает иметь Kurš такое? vēlas, paceliet roku. Аминь. Āmen. Я могу помолиться за вас. Drīkst Iz par себя. jums aizlūgt. Встанем для молитвы. Piecelsimies lūgšanai. Великий наш Господь и Бог, Mūsu varenais kungs un Dievs, мы затронули сегодня очень важную тему. mēs aizskārām ļoti svarīgu tēmu šodien. И когда Ты, Господи, молился, Un kad tu, kungs, lūdzi, Ты желал, чтобы, как и Ты был един с Богом, чтобы и церковь, мы были едины друг с другом. tu vēlējies, lai tā kā tu esi viens ar Dievu, arī mēs būtu vienoti ar Dievu un savā starpā. Чтобы через наше единство могли уверовать также другие. Lai caur mūsu vienotību varētu nākt pie ticības citi. И, Господи, Ты увидел поднятые руки, которые желали, чтобы и церковь Валмира была такой же. Un, kungs, tu redzēji paceltās rokas, ka ļaudis vēlas, lai arī Valmieras draudz būtu tāda. Поэтому, Господи, услышь наше желание, Un tāpēc, kungs, uzklaus mūsu vēlmi. излей на нас своего Духа Святого, как росу Izlej pār mums svēto garu kā rasu и как елей, un kā eļļu. и помоги нам быть этими добрыми свидетелями. Un palīdz mums būt labās vēsts lieciniekiem. Чтобы всем нам было здесь, которые также приходят в эту церковь, Lai visi, kas nāk šajā draudzē, было хорошо и приятно. justos labi, patīkami. Это мы просим именем Иисуса Христа. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Аминь. Āmen. Спасибо, переводчик. Surtenu. Вау.